Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. У меня вопрос есть, я могу сказать? Да. Ты в какого бога веришь? В того, кто сотворил все сущее. Мгм. А еще по поводу вопроса, может ли Бог создать камень, вот, который ты говорил, который будет, чтобы его невозможно было поднять. Вот ты же понимаешь, что это неправильный вопрос, Это некорректный. еще как правильный вопрос. Ну вот смотри, вот хорошо, допустим, мы ответим... Неправильно говорить, что Бог всемогущ. Вот это неправильно. Но Нет, если это говорят, не- что Бог всемогущ, задавать этот вопрос самое то правильное. Нет, смотри, вот допустим, им ответили не да на этот вопрос. Это Что получается, нет? что Бог не сможет создать камень. Ну, это я в интернете поискал. Получается, он не может создать камень, который будет такой, что его невозможно будет поднять. Ну, потому что он ничего не сможет сделать. Но он не может создать ничего, что было бы вне его власти. Ну, то есть, имеется в виду, что Бог, он бесконечен То есть силен. он чего-то не Нет сможет, такого- ты уже сам Нет, ответил на смотри, это. смотри, нет такого способа, который Бог Да, мог ты бы сам сделать, ответил на него. что То есть было бы вне его власти. он не может создать то, чего не находится в его власти. Ты еще плюс один аргумент привел, чего он не может. Он не может создать камень, которого не может поднять. Также он не может. Это было твое утверждение. Бог не может создать то, чего нет в его власти. Значит, уже второе, что не может этот всемогущий Бог. То есть ты даже дополнил копилку в сторону того, что не существует всемогущего Бога. Нету всемогущего Бога. Есть Бог, который может много чего. Бесконечное количество вещей. Но он тоже все не может. Я не знаю, почему ты глушишь меня, но ты мне не дал до конца все сказать. Потому что ты уже Да. на самом своем ответе уже сделал Нет, еще одно я еще даже утверждение. не рассказал. Я тебе сказал, когда Ты мы уже говорим нет. начал не с того, что Бог не может создать. То есть слово не может в своем утверждении. Ты Нет, не слышал, нет? ты не понял. Я тебе говорю, если вот, допустим, мы говорим нет, то и вот так вот я дальше продолжаю. Но ты просто взял и заглушил меня. Это же неправильно. Ты же сам тоже говоришь, я же тебя тоже Ты слушаю. свое утверждение начал с того, что Бог не может создать то, чего и не находится в его власти. То есть ты Это не уже дополнил утверждение. эту Я тебе говорю, копилку. это если нет. Я тебе говорю, что было бы, если нет. Я тебе не говорю, что это утверждение. Где я такое говорил? С чего ты это взял? Хорошо, Бог всемогущий, Аллах всемогущий. Смотри, вот смотри, получается, в силу своего Аллах всемогущества... всемогущий. Да, смотри. Аллах получается, может создать камень, которого он не сможет поднять. Это логическое противоречие, Аллах ты не понимаешь? сможет поднять камень, которого он не Это сможет логическое поднять. противоречие. Нет, в моем Не вопросе нет существует такого логического предела вопроса. тому, что может Еще поднять раз, Бог. еще раз. В моем вопросе нет логического противоречия. У тебя Оно логическое логически противоречие. противоречит твоему утверждению о всемогуществе Аллаха. Сам мой Нет, вопрос смотри. не противоречит логически. Еще раз повторяю вопрос. У тебя два варианта. Сможет или не сможет. Других вариантов у тебя нету. Если ты сделал утверждение, что Аллах всемогущий, ты сделал утверждение. Хорошо, я тебе задаю вопрос. Раз он всемогущий, он сможет создать камень, которого не сможет поднять? Да или нет? Смотри, дай теперь я скажу. Я На же вопрос не досказал. ответь. Ну так я же первый же начал говорить. Почему я должен сейчас отвечать на вопрос? Дай мне Ты досказать, будешь я потом... отвечать на вопрос или нет? Смотри, я тебе отвечу на вопрос. Я не Давай могу отвечай. ответить на этот Он вопрос. сможет создать камень, которого не сможет поднять? Да или нет? Я тебе говорю то, что это логическое противоречие. Вот именно тогда не утверждай, что Аллах всемогущий. Вот именно. Да, теперь дай мне скажу то, что я хочу. Смотри, вот То есть получается... мы уже поняли, что Аллах не всемогущий, правильно? Ты же не даешь говорить. Ты же не даешь говорить. Нет, просто людям. ты дальше свой бред будешь потом говорить. Мы с этим Нет, я не разберемся. буду. Это буду Мы с логически этим говорить. разберемся. Мы пришли к выводу, что Аллах не всемогущий. Так ты не даешь мне ничего сказать. Дай мне сказать сначала то, что я хочу, потом уже будешь говорить свое.
Ты тут Аллах просто сможет конкретно создать понимаешь, камень, который которого ничего он не не сможет сказать. поднять? Сможет или не Ну, сможет? опять же, Аллах сможет смотри. создать камень, которого он не сможет поднять? Теперь я скажу, не существует такого предела тому, Нет, что это не может поднять ответ на Бог. мой вопрос. Поэтому камень, который вот слишком тяжелый, да, то, что он должен бы иметь вес, который превышает бесконечный. А вот эта идеология веса более бесконечного как раз-таки содержит логическое противоречие. Поэтому твой вопрос, он неправильный. Все, Нет, он удачи. как раз таки правильный. Нет, он Аллах сможет, неправильный. если Я тебе все, сейчас он доказал, то, еще что он раз, ты неправильный. мне Вот и ничего все. не показал. Если ты делаешь утверждение, что Аллах всемогущий, тебе вполне разумный вопрос задается. Если Аллах всемогущий, я тебе задаю вопрос. Сможет он создать камень такой величины, который не сможет поднять? Твой ответ на этот вопрос я не слышу. Сможет или не сможет? На мой вопрос ответь. Сможет Аллах создать такой камень, такой величины, которого он не сможет поднять? У тебя только два ответа. Да, сможет или нет, не сможет. У тебя нету Нет. других ответов. Ты Ответ вместо может быть этого, абсолютно... понимая, что у тебя нету ответа, можешь там вокруг да около, там, твой вопрос неправильный, сатанинский вопрос еще скажи, излюбленная верующими. Причем тут это? Я вообще Сатанинский, даже не неверный, понимаю эту тему. атеистический вопрос еще скажи. Ты просто говоришь так, как тебе выгодно, вот и все. Ты просто не хочешь давать людям высказаться, вот и все. Ты можешь высказываться, отвечай тогда на Ну вот, вопрос. я Может он вот создать говорю, и такой ты просто камень меня или нет? глушишь. Вот ты меня глушишь просто. Я тебя не глушу, я тебе задал вопрос. Может Аллах создать такой камень, которого не Так сможет я же первый поднять? начал говорить. Выслушай меня до конца, а потом сам уже задавай мне вопросы, вот и все. Ты даже этого не даешь мне делать. Тогда Нет, ты какой смысл с тобой пришел дискуссировать? говорить о моем вопросе. Ты пришел говорить о моем вопросе. Я его повторяю перед людьми, заново тебе повторяю. Если Аллах, ты сделал утверждение, Аллах всемогущий. Я довел его до абсурда. Что дальше? Все, вот, дай теперь мне сказать, что дальше. Мгм. Вот. Сейчас не заглушай меня. Он вот всемогущий, да. Я утверждаю, что он всемогущий. То, что он у него обладает Но это бесконечно. логически противоречивое утверждение. Смотри, подожди, дай мне сказать, дай мне уже Ты до сам конца сказать. ответил. Ты сам сказал, это логически противоречит. Дай мне просто ответить на вопрос, пожалуйста. Так ты сам ответил Вот, на вот. этот вопрос. Дай мне ответить нормально, как я хочу. Вот не так, как ты хочешь слышать, а так, как я хочу, хорошо? Нет, не как я хочу. Ты сам на него ответил. Ты сам сказал, что Хорошо, он теперь я логически еще противоречит. отвечу. То есть твое Хорошо. утверждение, что Аллах всемогущ, он логически противоречивый. Ты не сможешь оттуда никак убежать. Смотри, вот Бог всемогущий. Он, получается, обладает Нет, он не бесконечной... Это вот мой... Нет, он не Подожди, всемогущий. дай я скажу, пожалуйста. Он обладает, получается, бесконечной и вот, получается, такой неограниченной силой. Но, понимаешь, вот ну, не существует такого максимального предела тому, что может поднять Бог. Поэтому камень, вот, который ты говоришь, то, что он должен бы иметь вес, который превышает То вот есть этот он не лимит может бесконечности. создать, то есть он, то, мы поняли, Нет, нету а вот как такого раз-таки камня. из этого Нету так, исходит то, что секунду. Дай я скажу, я же не досказал. Секунду, даже нет, не досказал. можно, нет, ты не доскажешь. То есть нету такого камня, которого он не сможет поднять, мы это поняли. Вопрос задается, сможет ли он его создать? Так смотри, Понимаешь, я тебе да? и говорю, то, что этот камень должен был бы иметь вес, превышающий бесконечный. А вот эта идеология вот этого веса более бесконечного, это как раз и есть логическое противоречие. Поэтому вопрос твой неправильный абсолютно. Нет, вес его не имеет вообще значения, вес он должен Ну, сам вес, он же создавать. должен его поднять. Если как-то, он, ну, в смысле. если он сам все может, сможет ли он такой камень создать? Это простой вопрос. Просто от того, что не Он существует... не сможет такого его поднять, предела правильно? тому- Он не сможет его поднять или создать такой камень, правильно? Тем более того, я тебе скажу, если ты мусульманин, ты мусульманин. Что тебе это даст? Ну, если ты мусульманин, я тебе покажу, что тебе до этого вопроса еще далеко. Вещи, которые твой Аллах не может, еще приземленные, в твоем уровне понимания. Там можно... Ты просто неправильные вопросы задаешь, и Ты все. мусульманин? Зачем тебе этот вопрос, я тебе еще раз повторю. Потому что в Коране Аллах говорит, что он не может иметь сына без супруги.
Мы сейчас переходим с темы на тему, я правильно понял? Нет, мы с темы на темы не переходим, потому что, ну, ты, будучи мусульманином, Ну, пытаешься тут какие-то вот я, будучи логические, мусульманином, пытаюсь ответить на вопрос. как-то логически, применяя логику, сделать мой вопрос абсурдным. Мой вопрос не абсурден, Правильно. он показывает Ну, абсурдность. Он показывает абсурдность вашего утверждения, что Бог всемогущий. Все, я больше не пытаюсь на этот тупой уровень спускаться. Если ты мусульманин, тем более у тебя Аллах не может иметь сына без супруги. Тут дальше говорить не надо. А логику свою ты можешь себе глубоко кое-где спрятать. Так ты же сам недавно говорил то, что вот эти мнения, оно не нужно никому. То есть это же тоже все твое мнение. Хорошо, пусть будет так. Ну вот видишь, я тебе поэтому говорю, то, что я вот утверждаю, я тебе Конечно, ты отвечаю, будешь что-то говорить. Ты же должен что-то говорить. Ты же должен ну как-то правильно, защитить своего правильно, ты же не уничтоженного даешь Бога. мне так говорить, ты Ты просто же душишь должен меня. как-то защищать уничтоженного своего Бога. Конечно, ты будешь болтать без устали, но ничего разумного ты не скажешь. Ты будешь Это как раз покушаться таки на очень логично, потому что ты... Не-не-не, абсолютно там логики нету, тем более, будучи бусурманином, тебе логику пользоваться вообще не надо. Ты пытаешься на мой вопрос покуситься. Некоторые, большинство пытаются на меня покуситься, задающего вопрос, а ты теперь пытаешься покуситься на мой вопрос. Там Нет, я нету тебе просто никакого говорю, то, что это логическое там- противоречие, и то, что ты неправильно Вот задаешь вопрос. именно, ты правильно говоришь, это логическое противоречие, показывающее всемогущество Бога. Вот именно. Этот вопрос, он не может быть логически некорректным, отодвигая его от первого утверждения. Бог все может. Оно Смотри, все получается, вместе логически если, абсурдно. смотри, если он камень не может поднять, то значит он должен быть тяжелее вот его всемогущества, правильно? Нет, он должен Правильно создать же? такое, если все Ну, может. я понял, я тебе говорю, вот камень, вот он должен создать камень, да, который должен Да, быть да, он таким должен же. создать такой камень, да. Да. Но он же Но не... если он но его он не создает, существует. но если он его создает и не может поднять, то он уже что-то не может. Но если он не может создать такой камень, такой величины, он тоже что-то не может. Так просто дело в том, что не существует такого предела. А вот вес, который превышает бесконечный, это логическое Что значит противоречие. не существует такого предела? Откуда ты знаешь? Ты Ну, не определяешь существует такого пределы верхнего свои. предела, ну, что может поднять Бог, понимаешь? Не существует такого предела тому, что может поднять То Бог. есть, если хорошо не существует, он не может такой предел создать, да? Тогда? Так, нет, а вот, ну как, вот ты сейчас Вот на смотри. данный момент не существует этого предела. Он не может Тому, что создать может поднять, этот да, предел. нету. Нет, не существует такого максимального предела тому, что может поднять Бог. То есть камень, который, он же должен Я быть... понял. Мы переходим Ну, к следующему вопросу. так я тебе Не и говорю, то, существует этого предела. Он не Нет, может это его теперь идея- сотворить. Следующий Так вес вопрос. более бесконечного, это Следующий логическое вопрос. противоречие. Алло, следующий вопрос. Не Ну вот я тебе существует ответил. такого предела. Это ты как раз таки не- Следующий вопрос. Он не может создать такой предел? Вот Очень отвечаешь, да, он может создать такой предел, или он не может создать такой предел. Ты не Уже хочешь все, понимать. забывай первое уравнение, все, мы перешли. То есть нету Не. такого предела, такой величины, которого он не сможет поднять. Хорошо, следующий вопрос. Если у него не существует этого предела, этот всемогущий Бог сможет создать такой предел? Подожди, а ты Теперь какой сотворить, религии которого придерживаешься нету. вообще? Какой религии придерживаешься? Ты теперь понял? Есть у тебя ответ на это? Не, подожди, я не буду отвечать, ты же не ответил на мои... Но ты же не понял, даешь что мне ты изначально, что ты начал, это абсурд. Я тебе сказал, и ты это не хочешь понимать просто. Все люди, которые Я сидят это здесь, прекрасно понимают, понял. Я это прекрасно понял. Оно Ну, ты этого создает не еще понял. больше вопросов. Я это прекрасно понял. Нет, Повтори ты этого свое не понял. утверждение. Если ты это понял, Повтори ты бы свое это принял. утверждение. Это логическое противоречие. Повтори свое Вот это- утверждение. Да, это логическое противоречие, показывающее Вот, абсурдность вот, поэтому всемогущего этот вопрос Бога. неправильный, некорректный. Поэтому Этот вопрос это всё. как раз таки правильный. Точно так же, Нет, он как и... неправильный. Если Я он тебе только неправильный, то и утверждение, что Бог всемогущий, тоже неправильно. Нет, я утверждаю, что Бог всемогущий.
И я говорю то, что не существует Да, верхнего тогда предела тому, если... что может понять Бог. Хорошо, не Потому что существует предела иметь вес, чего? превышающий бесконечный, это логическое противоречие, вот и все. Несуществующий предела чего не существует? Повтори. В смысле, что это? Еще раз. Ты же говоришь, не существует предела. Да, Повтори не это существует утверждение. предела тому, что может понять Бог. Хорошо. Не существует предела тому, чего не сможет поднять Бог. Правильно? Что? Еще раз. Повтори свое утверждение. Я уже несколько раз сказал. Еще раз скажи. По поводу чего? Зачем ты тупого сейчас включил, я не понял. Я сейчас тупого не включаю. Я тебя спрашиваю по поводу чего. Повтори свое утверждение, последнее. То, что Бог Не всемогущий? существует предела. Да, я и говорю то, что не существует предела тому, что может поднять Бог. Поэтому камень, Хорошо, он же, хорошо. получается, должен... Не существует тому, чего не сможет поднять Бог. Сможет поднять Бог, да? Не существует предела того, чего сможет поднять Бог. Просто ты Правильно? не хочешь понимать, что это логическое противоречие, вот и все. Поэтому с тобой не Не о чем разговаривать. существует того предела, чего не сможет поднять Бог. Правильно? Не существует такого максимального предела тому, что может поднять Бог. Не существует Потому что такого камень, который он максимального должен предела. создать, Не существует должен- такого максимального предела тому, чему сможет поднять Бог. А что ты повторяешь? В смысле, в чем прикол? Если не существует этого предела, он может создать такой предел? Так я тебе и говорю, то, что этот камень, он должен иметь такой предел, превышающий вот Нет, этот ты бесконечный, всемогущий. мне ничего не говоришь. Это первый же вопрос, просто другими словами. Мы поняли, что не существует этого камня, которого он не сможет Если это поднять. логическое И возвращаемся, противоречие, к тому же вопросу. Он сможет теперь его сотворить, этот предел? Это логическое противоречие. Нет. Еще Да, раз это возвращаемся логическое просто к противоречие. вопросу. И все. И теперь ты вылетаешь отсюда. Просто пришел и один и тот же вопрос задаешь другими словами. Мы поняли, что нету такого предела. По первому твоему утверждению, как ты залетел. Бог всемогущий. То есть он все может. Это твое второе утверждение. Нету предела. Это находится в первом же утверждении. Бог всемогущий. Всемогущий Бог включает нету предела тому, чему может поднять Бог. Он включает это в первом же утверждении. Хорошо, мы задали вопрос. Он может его тогда создать? Этот предел он может создать? Но вместо ответа этому ты просто раскрываешь первое утверждение свое. Бог всемогущий. Ты раскрываешь утверждение всемогущий. Словами, что нету предела тому, чему может Бог. Это было сказано в начале. И задан вопрос. У тебя на это нету ответа, поэтому, чтобы сделать вид, что ты на это отвечаешь, ты берешь первое утверждение и повторяешь его. Не с теологической точки зрения, а философским языком, чтобы придать ему какую-то значимость. Но каким бы ты языком не утверждал, что Бог всемогущий, он сам по себе абсурден. Как абсурден вопрос, поставленный к нему. Вопрос сам по себе, он полностью логичен. Полностью. Можешь ли ты создать камень, которого не сможешь поднять? Конечно, можешь. Конечно, можешь. Ты можешь создать камень, сделать дом, которого не сможешь поднять. И нету никакого логического противоречия. Но как только сюда вступает твой Бог, почему мой вопрос отдельно от твоего Бога стал абсурдным? Не, братан, так логика не работает. Там нету никакого ответа. Это шах и мат. И ты можешь там пытаться все остальное делать, сюда двинуть шашку, сюда ее двинуть, туда ее двинуть. Нету у тебя хода.
Это шах и мат. Бог может многое, но он не может все. Он не сможет никогда создать такого же Бога, как и он. Никогда. Так, хватит на сегодня. В следующий раз я тоже довел, в общем, чуть-чуть уставший был и снова на нем, короче, зациклился. Но спасибо, это был первый вопрос, который я нашел. И он не был доведен до такого идеализма. В следующий раз он будет очень коротким. Спасибо нашему оппоненту, что дал нам еще, что помог нам еще развить нейронные связи определенные, чтобы в следующий раз не циклиться на этом вопросе так много. А вообще мусульманин должен там, не знаю, в сторонке постоять. У него Аллах в Коране говорит, что он не может иметь сына без супруги. То есть, как бы, не мусульманину говорить о логике. Ему она запрещена. Логика в исламе запрещена, как и философия. Но я позволяю вам философствовать у себя. Ваши мусульмане и ваши исламские страны, ваш шариат, Аллаха, которого вы все стремитесь установить, не позволит вам пользоваться логикой. Это я, такой толерантный, такой демократический, такой цивилизованный, позволяю вам философствовать. Ваш Аллах этого не позволяет. Так если он создаст такой камень, то он может и захотеть его поднять, поэтому он и всемогущий. Но если он захотел его поднять и поднял, значит он не смог сделать такой камень, которого не сможет поднять. Он смог его поднять, значит он не сотворил его. Ему надо еще раз попытку сделать и попытаться создать такой камень, который он не сможет поднять. Обиженный гадаю, даяла, айцагацуешь. Elnur, byytsue kaibiama vats, остановите битсабина, яс бyyts боши хейруше каукта. Из чего мы делаем вывод, что и бyytsue кайцабиама ватскуза. Хорошо, спасибо всем. Прощаюсь с вами по традиции чеченским прощанием, приветствием. Марша Ойла, оставайтесь свободными. Лучше умереть, чем быть рабом.